Интинские спортсмены продолжают покорять пьедесталы различного уровня. Копилка Приполярья пополняется медалями. Недавно юные борцы вернулись из Карелии, где проходило первенство Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, в котором приняли участие около 100 сильнейших спортсменов из Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей. В состав сборной Республики Коми, которая в итоге оказалась сильнейшей в этих соревнованиях и заняла первое место в общекомандном зачете, вошли и интинские ребята. Северо-Запад у нас проходил в Карелии, город Кантабога. Ездили в составе 4 человек: Вирван Егор, Алексеев Андрей, Масалев Артем и Талибов Наврузбек. Масалев и Алексеев были призерами первенства Республики Коми. Талибов и Вирван, они пропускали республику. Вот, простуды были там по уважительным причинам. Северо-Запад прошел неплохо, но очень был долгий переезд у нас. 3 дня туда добирались с 2 пересадками. Ребята придерживали вес, а в итоге приехали по 3-4 килограмма запаса оказалось. То есть дорога длинная была, поэтому были проблемы у нас, сложности с восстановлением. Выступили. Алексеев Андрей у нас занял 3-е место. Считаю, что он там достойно отборолся. Я нервничал, конечно, но нельзя было, поэтому и проиграл первые 2 схватки. Удалось выиграть 1 схватку, поэтому и занял 3-ю. Первая схватка была довольно сложная, но я ее проиграл, потому что физически слабый, но технически более-менее нормальный. И 2-ю схватку тоже переволновался, поэтому проиграл. 3-ю уже вышел, не волновался, поэтому выиграл. 3-я схватка была, наверное, самая сложная. Которую ты выиграл? Да. Почему сложно, если ты ее выиграл? Потому что я больше всего туда усилий вложил. И противник был довольно тоже сильный. Но он ходил немного, поэтому технически был довольно не очень. Поэтому выиграл, наверное. Тренер доволен выступлением своего воспитанника. Говорит, Андрей Алексеев встретился на ковре с сильнейшими борцами России. Стать призером первенства Северо-Западного федерального округа мальчику было непросто. Соперники были, опять же, Калининград, Великий Новгород, основные наши конкуренты. Калининград на сегодняшний день пока этот возраст у меня превосходит. То есть ребята еще мало обкатаны. Я считаю так, что 2 старта, оба он в призах, 2-м был на первенстве, 3-м на Северо-Западе. Для него это очень высокий результат. Следующий год будет бороться по своему году, 7-й, 8-й возрастная группа. И там уже, я думаю, что будут у нас первые места и попадания на первенство России в следующем году. А в этом году он сделал по максимуму, что мог. Калининградский соперник был очень сильный, то есть начал неплохо с калининградцем, то есть провел там 2-3 прохода, не доработал там, по своей вине, скажем так. Но калининградцу проиграл с явным преимуществом. Вот с новгородцем, да, была упорная борьба. На последних секундах там каждого из периода забросил по 4 балла. У нас есть такой прием, кочерга называется. Но опять же, нехватка опыта. И, может быть, даже где-то немного я неправильно настроил его на эту схватку. То есть не ту тактику выбрали борьбы. А вот уже за 3-е место, когда боролся, он выиграл с явным преимуществом 10-0 и в конце положил на туше. То есть мы уже эту схватку подобрали, правильно. То есть он больше все прошло на бросках у него. То есть тоже там сделал 2 кочерги на 4 балла, потом сделал накрывание. То есть, и положил. То есть уверенно, за 3-е выиграл уверенно местного соперника с Карелии. И стал 3-м. По словам Андрея, его главная проблема – психологический настрой. Во время любого первенства и чемпионата он сильно волнуется. Из-за небольшого соревновательного опыта мальчику с трудом удается контролировать свои эмоции. Каждый турнир для юного борца – настоящий стресс. Спортсмен переживает и боится разочаровать своего тренера. Когда человек волнуется, у него становятся ватные, мы так говорим, ватные, это ослабление идет, и еще же надо вес удерживать. Мы еще 3 дня в поезде ездили.
и волновались, то, что проиграем, то, что ругать будут. И выходили и проигрывали из-за того, что волновались. А кто ругает обычно? Тренер. Он говорит наши ошибки и иногда кричит, потому что мы не дорабатываем много что. И не пытаемся даже выиграть иногда. Когда думаем то, что соперник много сильнее нас, и сразу выходим проигрывать. Если психологически говорить себе то, что проиграл, то выйдешь и проиграешь. Уже 100%. Обижаешься на тренера? Нет, конечно. Он тоже волнуется, это понятно, поэтому вообще не обижаюсь. Андрей чересчур самокритичен и недоволен своими выступлениями на соревнованиях. Говорит, чтобы добиться результата, который бы его устроил, нужно еще трудиться и трудиться. Мальчик усердно тренируется и пытается похудеть, чтобы перейти в меньшую весовую категорию. Если считать гонку веса, это, например, 4-5 килограмм, то это уже сложно. Это надо за месяц где-то сгонять 6-5 килограмм. Это как у моего друга было, он гонял 5,5 килограмм. Я гонял 2,5 килограмма. Это очень сложно, если короткий срок. Если срок маленький, то есть уже даже там за 2-3 года похудеть, то это уже не очень сложно. Мы, когда едем на соревнования, надо быстро подгонять вес, то мы исключаем воду, мучное, едим гречку и вареное мясо. Рис какой-нибудь, все такое. Все жирные продукты исключаем. Молоко нельзя еще. А если долго вес держать, то там уже много чего разрешается есть. Сложно отказываться от каких-то продуктов тебе? Любишь сладкое, жирное, жареное? Сладкое я не очень люблю, я больше люблю что-то жареное. Поэтому, наверное. Но у меня еще плохой обмен веществ, поэтому у меня большой вес. После снятия ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса, у интинских спортсменов появилась возможность участвовать в многочисленных выездных соревнованиях и завоевывать медали разного достоинства. Тренер старается не пропустить ни один турнир и обкатать всех своих учеников, как начинающих спортсменов, так и опытных борцов. У нас прошло юниорское первенство Республики Коми и чемпионат Республики Коми. И там у нас выступал Лаврентьев Юрий и Кочнев Всеволод. И на юниорском первенстве оба стали третьим, и на чемпионате среди мужчин тоже оба стали третьими. То есть выиграли и там по 2 схватки. Считаю, для чемпионата они достойно выступили. По юниорам могли бы выступить и лучше по своей возрастной группе. У нас прошли еще 2 турнира среди малышей, 9, 10 и 11, 12 год рождения. Опять же, порадовали у нас в Печоре, оба турнира прошли в Печоре. Первый раз поехали, состав у нас был 6 человек. Худи Яков выиграл турнир, Масалев Максим выиграл. Оба по 3 схватки уверенно одержали со счетом 10-0, без шансов соперникам. Потом у нас первый раз дети выехали, 3 мальчика. Это Шиненков Максим в финале проиграл. Первые его выездные вообще соревнования, тоже выиграл 2 схватки, в финале уступил более, так скажем, опытному борцу. У нас еще 2 мальчика тоже заняли призовые места, 2 третьих места. То есть, это первые выездные соревнования были у ребят. Худи, Масалев, они уже немножко поезженные у нас, покатались. И буквально в воскресенье Сергей Яковлевич у нас привез еще 3 бронзы и 1 серебро. То есть Масалев Максим в финале проиграл. Обидно, конечно. Исправим эти ошибки, как говорится. И у нас первый раз девочка выехала, заняла 3-е место. И еще, 3 третьих места и 1 второе. Занимаюсь я уже 5-й год. На соревнования выезжаю, пытаюсь выезжать на каждое соревнование. Были соревнования сложные. Победу было урвать тяжело. Особенно финал, там я проиграл. А так все хорошо, все понравилось. На республиканских соревнованиях в Печоре Максим Масалев стал серебряным призером. Мальчик выиграл 2 схватки, но из-за поражения в финале немного расстроился. Не собрался и проиграл.
Соперник сильный был? Ну, соперник был как я, и я еще там не собрался, и поэтому я проиграл. А почему не собрался? Что помешало? Не знаю. Наверное, боялся проиграть от этого всего. Последний год из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер сильно отразился на боевом настрое спортсменов. Катастрофически не хватало выездных соревнований. Часть детей потеряли веру в себя и свои силы. Хотя технически интинские ребята ничуть не слабее соперников из республики и России. Начало сезона, то есть январь-февраль месяц и середина марта, мы практически в призы попали везде. То есть единичные случаи, кто у нас не попал в призы. Поэтому, в общем, результатом доволен после года пропуска. Тренер гордится своими воспитанниками. Он знает и видит, сколько сил прикладывают ребята, чтобы завоевать призовые места на соревнованиях. Наставник поддерживает юных чемпионов и мотивирует их двигаться вперед. После непродолжительного затишья в Инте активно развивается отделение самбо. Воспитанники этой секции тоже показывают высокий уровень мастерства, завоевывая награды на различных соревнованиях. Занимаюсь 3 года, выбрал этот вид спорта, потому что он мне крайне понравился. Здесь очень дружный коллектив, равномерная нагрузка и, в принципе, очень хороший вид спорта. Привели меня сюда родители, получается, в 6 классе, и я горжусь этим видом спорта. Самбо официально признано национальным и приоритетным видом спорта в нашей стране. Самбо является неотъемлемым элементом физической и специальной подготовки личного состава силовых структур России. Например, самбо используется для подготовки сотрудников МВД, ФСБ, спецназа, ГРУ. Воспитанник спортивной школы «Юность» Дмитрий Сушков – один из самых титулованных самбистов Инты. У мальчика много наград различного достоинства. Выезжаю на соревнования около 3 раз в год. Большую часть удается завоевать какие-то медали, награды. Но бывает и такое, что ты ездишь, может быть, подготовка, может быть, ребята старше, тяжелее. Бывает, что не удается одержать победу. Последний раз боролся именно по самбо в Усинске, боролся тоже с усинцем и одержал чистую победу болевым приемом. Самбо – вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны. В 1928 году, когда правительство СССР запретило дзюдо в пределах государства, молодые советские спортсмены пошли на хитрость и создали новый вид боевого искусства под названием самбо, что означает «самооборона без оружия». 16 ноября 1938 года борьба самбо под названием «Советская борьба вольного стиля» была утверждена Спорткомитетом СССР. Мы пришли на самбо, когда моему ребенку было 13 лет, получается. Мы занимаемся 3 года. Почему выбрали? Мы занимались плаванием, но немножечко это не наш вид спорта. Плавание меньше получается движений, меньше всего. А для мальчика, я считаю, что этот вид спорта очень подходит, потому что мужчина должен уметь постоять за себя. А самбо переводится как самооборона без оружия. Да, за 3 года мой сын добился, благодаря нашим тренерам, я считаю, что неплохих успехов. Мы завоевали 13 медалей республиканских. Да, последняя медаль была золото. Очень тяжелая была победа над усинцем. Соревнования были в Усинске. Мы 1-е место все-таки завоевали, что очень нас обрадовало, конечно. Родители гордятся своими юными чемпионами и внимательно следят за их спортивными достижениями. Во время соревнований мамы и папы переживают за своих детей, как могут морально их поддерживают.
у нас записывает Сергей Валерьянович наши схватки. И нам их время от времени, конечно, благодаря нашим технологиям скидывает. Конечно, мы переживаем, мы волнуемся, мы это все просматриваем. Мы просматриваем потом эти записи, да, ищем ошибки. Ну и хотелось бы, конечно, да, чтобы победы были еще. В Инте секцию самбо ведут два опытных тренера – Сергей Валерьянович Дмитриев и Шабан Зейнал Аглы Алиханов. Когда-то занятия проходили во Дворце спорта «Юность», затем в спортзале бывшей шахты «Капитальная». Долгое время дети тренировались в здании вечерней школы. Сейчас секция на время переведена в помещение общежития ДСААФ. По словам тренеров, этот вид спорта популярен среди интинцев. На данный момент самбо занимается более 60 детей. Я мама 6-летнего мальчишки, у которого глаз горит, крылья вот эти маленького орленка хочется расправить, да, то есть я смотрю, мальчик действительно очень влюбился в эту атмосферу спорта, он сюда тянется, то есть для него не пойти на на занятия, это как наказание, это вот прям он очень расстраивается, то есть ходим мы немного, но у него уже много друзей, новых мальчишек. Что мальчишкам надо, да? Ну, спорт – это вообще такая составляющая для здоровья. То есть я на него смотрю, и он радуется. Он уже может меня чему-то новому научить. Вот буквально вчера он мне сказал: я могу научить тебя приемам. То есть, и когда сын может меня чему-то научить, это уже очень здорово. Хочется, чтобы у этих орлят маленьких, да, все-таки было какое-то более сопутствующее помещение, чтобы крылышки их расправились, и чтобы они из орлят превратились в здоровых орлов. Многие юные самбисты мечтают стать похожими на президента нашей страны Владимира Путина, который начал заниматься самбо в 11 лет. Родители будущего главы государства занятия борьбой не приветствовали. Мама называла самбо придуриванием, мечтала, чтобы сын играл на баяне. В 21 год Путин выиграл чемпионат Ленинграда, стал мастером спорта. Коронные приемы – бросок через спину с колен, бросок с захватом двух рукавов. Путин является обладателем черного пояса, имеет звание заслуженного тренера. Начиная с 2018 года, как-то мы особенно с года празднования юбилея вообще образования самбо, мы повернулись, наверное, лицом к этому виду спорта и стали его популяризировать и развивать в нашем городе. В 2018 году мы провели первый республиканский турнир, затем 2020 год нам не позволил это продолжить, потому что он был таким пандемийным. Я думаю, что в этом году мы продолжим эти добрые традиции, и те ребята, которые сейчас с удовольствием идут в эту секцию, они, конечно, получат возможность большего выезда на соревнования, большего проведения мероприятий городского уровня, обмена какими-то турнирами между соседними городами. То есть все это, безусловно, повышает интерес наших интинских ребятишек к этому виду спорта. Тем более, что сейчас и президентом, правительством нашей страны уделяется большое внимание этому направлению деятельности. Не просто физической культуре и спорту в целом, а именно самбо. Поэтому, я думаю, с этим и связан интерес наших ребят, потому что все они будущие воины, всем им придется служить в армии, а самооборона – это совершенно не лишнее. Поэтому я думаю, с этим связано такой интерес и популярность этого вида спорта. И я думаю, что впереди у нас много успехов, тем более, что тренеры не останавливаются на достигнутом, они работают и над повышением своего профессионального уровня, и над повышением уровня своих спортсменов. Роман Висакаев занимается самбо недолго. Год назад мальчик стоял перед выбором, в какую спортивную секцию записаться – на вольную борьбу или на самбо. Решил попробовать сначала самбо. В итоге уже на первой тренировке влюбился в этот вид спорта. Через несколько месяцев мальчик защищал честь Инты на республиканских соревнованиях. Завоевал я уже 2 первых и 1 второе место. Ближайшие соревнования были 13 марта. Куда ездил? Сыктывкар. Как ты там выступил? Расскажи. Было всего 3 схватки. Все я выиграл в чистую. Первая схватка была счет 0-9, вторая 0-8, третья 0-7. Первый соперник, я ему проиграл в финале в Усинске, где я занял 2 место. Там была борьба за северо-запад.
кто поедет. Поехали первые и вторые места. Я его выиграл со счетом 0-9. А других легко было? Да, там один мальчик, он не попал в свою весовую категорию, и он весил 66 килограмм. Ему не хватило 1 килограмма. Успехи, конечно, нас очень порадовали. Мы всей семьей были в шоке, когда он первый раз на соревнованиях, поехав, взял первое место, стал чемпионом на республиканских соревнованиях, это было в Печоре в январе этого года. Второй раз он поехал в Усинск, там стал вторым, взял серебро. И вот последние соревнования прошли в Сыктывкаре, он взял опять первое место, победив всех остальных. И мы едем теперь на северо-запад. По словам тренера Сергея Дмитриева, начинающий самбист Роман Висакаев – талантливый самбист. Если мальчик продолжит тренировки с таким же усердием, его ждет большое будущее в спорте. Одаренность и талант, все у него есть. Все. Главное не испортиться. Сейчас дети только так. Очень много, как говорится, плохого тоже встречают и потихоньку уходят. Особенно вот это питание чипсами, орешками. То, что это вредно, и клетки, как говорится, забиваются. И так-то на тренировках нагрузки, они тоже забивают мышцы. А еще плюс добавок эти энергетику расходуют. Надо кушать продукты такие, как мясо, рыбу. Вот. И витаминку употреблять, но не анаболики какие-то. Правильное питание, здоровый сон, отказ от вредных привычек, регулярные тренировки и успех на соревнованиях обеспечен. Как говорят наставники, среди их воспитанников нет трусов. Дети смело выходят на ковер и борются с сильнейшими самбистами Республики Коми. Перед каждым первенством, турниром идет серьезная подготовка. Фактически-то они сами готовятся. Я только могу указывать, и чтобы они на тренировке были. Вот. Без тренировок, конечно, никаких результатов не будет. И без денег тоже не будет. Потому что на поездку очень много затрачивается денег. Плюс форма одежды. Сейчас просто так не придешь, как раньше было. Можно и в драной куртке выступать. Теперь нет, все. И меряете размер, чтобы все проходило, и чтобы длина рукава соответствовала. Вот. И борцовки даже черного цвета уже не допускаются. Надо или красного, или синего. Еще на это идут. Воспитанники секции самбо уже не представляют свою жизнь без поединков с бросками и болевыми приемами с захватами. Подрастающие богатыри готовы демонстрировать на ковре все лучшие качества, присущие мастерам единоборств.